Остинские пловцы успешно выступили на чемпионате и первенстве Северо-Кавказского федерального округа в Волгограде. Республике представили 10 спортсменов. 3 дня ребята боролись за победу. Сейчас они уже дома активно готовятся к следующим соревнованиям, которые пройдут уже в апреле в Москве. На тренировке побывала моя коллега Фатима Гадзаонова. Скорость, выносливость и умение задерживать дыхание под водой как можно дольше – это лишь малая часть того, что необходимо профессиональному пловцу. Бассейн длиной в 50 метров – очередное испытание для юного Дмитрия Бибикова, который, несмотря на юный возраст, умело справляется с водной стихией. Многочасовые тренировки привели спортсмена к победе. На соревнованиях Северо-Кавказского федерального округа в Волгограде спортсмен дважды стал золотым призером на дистанции 100 метров. Главная цель – получить разряд мастера спорта. Они прошли удачно, наверное, можно так сказать. Соперники, сильные люди. Там очень много людей, которые плавают намного быстрее, чем у нас в республике, в принципе. Осетинскую сборную на соревнованиях представляли 10 ребят. Максим Такоев привез золотую медаль за лучший заплыв на дистанции 50 метров в технике кроль на спине. В этом виде плавания главное баланс, говорит Максим Такоев. И это у него хорошо получается. В таких масштабных соревнованиях пловцы участвуют не впервые. Соперник с каждым разом сильнее. Это были сложные соревнования, была большая конкуренция, но все же я победил на дистанции 50 метров на спине и вынес для себя большой опыт на этих соревнованиях. После соревнований строгий разбор, программа тренировок с учетом ошибок. Расслабляться тренер не дает. Молодые ребята, первый раз, которые выехали на эти соревнования, для них это было тяжело. Но они справились и тоже попали в призы, повыигрывали. Так что я думаю, что у нас в дальнейшем все будет хорошо. В копилке наших спортсменов 15 наград. Сейчас готовятся к чемпионату России, который пройдет 3 апреля в Москве. Фатима Гадзаонова, Игорь Войцеховский. Новости Осетии.